Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашей программе. Итальянская делегация в Крыму. «98 лет Крымскому федеральному университету». Меры для пресечения стихийной торговли. Мероприятие, посвященное памяти Шефиге Гаспринской. Сегодня в Государственном совете Республики Крым прошел брифинг представителей итальянской делегации. Также делегация встретилась с председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Константиновым. Подробнее в нашем сюжете. Крупная делегация депутатов итальянских региональных советов и представителей делового сообщества Италии прибыла в Симферополь с целью налаживания делового сотрудничества и укрепления связей с Крымом и Россией. Это крупнейшая группа политиков и предпринимателей из государства-участника Евросоюза, посетившая Крым после воссоединения полуострова с Россией. Президент регионального парламента итальянской области Венето Роберто Чамбетти считает, что метод санкционного давления, применяемый в отношении России и Крыма, безнадежно устарел в условиях современного мира. Мы считаем, что санкции – это способ действия из 18 века. Мы живем в современном мире, и мы считаем, что больше всего от санкций страдают простые люди. Мы хотим с помощью нашего визита создать условия для того, чтобы итальянские предприятия могли функционировать в Крыму. Наш визит не направлен против кого-то. Наша цель – установление диалога. Мы считаем, что народ имеет право на самоопределение, и мы хотим поддержать эту позицию. Его коллега, депутат парламента Венето и идеолог первой резолюции о признании результатов крымского референдума 2014 года Стефано Вальдегамбери в свою очередь назвал визит делегации в Крым протестом против политики Евросоюза. Мы твердо уверены, что народ Крыма имеет право на самоопределение, и поэтому не понимаю, в частности, позицию Европейского Союза, который этому препятствует. Поэтому мы не сомневались и не колебались, отправляясь сюда. Наш визит – это своего рода протест против неправильной, по нашему мнению, политики нашего правительства и Европейского Союза. Мы считаем, что народы Европы, в частности Италии, не согласны с этой политикой, и своим визитом мы хотели это показать. В рамках встречи делегации и президиумом Государственного совета Республики Крым подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве законодательных органов власти Крыма и итальянской области Венето. Декларация о намерении сотрудничать в экономической, политической и культурной сферах. Мы уверены в том, что развитие наших отношений на парламентском уровне будет достаточно активным, и мы будем обмениваться взаимными и визитами, и взаимной работой. А что касается экономического сотрудничества, будет визит еще в Совет Министров, там будет общение с исполнительными органами власти. Я абсолютно убежден, что парламентарии – это первопроходчики, которые прокладывают путь для предпринимателей, для экономики. То есть первый шаг сделан, поэтому уверен в том, что будут дальнейшие положительные действия. Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ремзи Ильясов рассказал итальянской делегации о реальном положении дел в Крыму. В части крымских татар я скажу, что в Крыму функционирует государственный театр крымско-татарский. Tartari di Crimea hanno il loro teatro statale finanziato dallo Stato, teatro Государственный музей и государственная библиотека. Museo statale e biblioteca statale di Tartari di Crimea. Несколько ансамблей крымско-татарских. Alcuni gruppi musicali, alcuni gruppi di danza di Tartari di Crimea. В течение 24 часов в Крыму функционирует общественное телевидение на крымско-татарском языке. Начато строительство соборной мечети. На 5000 посещений, это самое крупное в Крыму будет. В ходе визита, который продлится до 16 октября, участники делегации встретятся с высшими руководителями Республики Крым и Севастополя, проведут переговоры с представителями делового сообщества Крыма. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Следующим объектом посещения итальянской делегации стал Совет министров Республики Крым. Там итальянцы встретились с главой республики Сергеем Аксеновым. В ходе встречи были подписаны важные соглашения. Тему продолжит София Шукурова.
Итальянские бизнесмены и парламентарии прибыли в Крым из 5 регионов Италии – Венето, Лигурии, Ломбардии, Тосканы и Эмилия-Романьи. Они выступают за снятие санкций с Российской Федерации. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поприветствовал делегацию и рассказал, что приезд итальянцев – это знаковое событие как для России, так и для Республики Крым. Также глава республики отметил, что на Санкт-Петербургском экономическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин дал четкий посыл, что Италия является стратегическим партнером России. Крым, как субъект Российской Федерации, готов представить все наши возможности инвестиционные по всем направлениям. Сегодня в составе итальянской делегации очень много бизнесменов, которые представляют абсолютно разные сферы деятельности, не только сельское хозяйство, переработка, производство металлоконструкции и так далее. То есть на самом деле перспективы открываются очень большие. Мы уверены, что вот благодаря визиту наших коллег и друзей, тем более многие из них, и господин Стефанов возглавлял делегацию на Ялтинском экономическом форуме, такой прорыв произойдет. Здравый смысл возобладает над агрессией, над ненужной, над желанием бить клин между европейскими странами и Российской Федерацией. Делегация Италии, я уверен, что сможет убедиться, что выбор крымчан был осознанным, самостоятельным, справедливым. Возвращение на историческую родину состоялось добровольно, без всякого принуждения. И я уверен, раз делегация приехала во второй раз, то уже будет и третий, и четвертый. И это на самом деле открывает новую страницу наших отношений. В рамках встречи было подписано соглашение между мэром города Падуя Мариной Буфони и мэром города Симферополь Виктором Агеевым. Итальянская сторона отметила важность подписания соглашения для их государства. В городе Падуя был основан первый свободный университет Европы. И я считаю, на принципах этой свободы будут основываться побратимские отношения между Симферополем и городом Падуя. Я готова как лично, так и как представитель городских властей способствовать развитию отношений в сфере туризма, торговли и производства. В свою очередь и мэр Симферополя Виктор Агеев также отметил значимость подписанного соглашения. Даст новый толчок для развития Симферополя и Италии, города Падуя, для того, чтобы можно было общаться, работать, обмениваться опытом, потому что у них и действительно образовательная система совсем другая. И у нас сегодня есть чем поделиться, есть что подчеркнуть из города Падуя. И экономические отношения, и научные отношения, самые разнообразные могут быть. Визит итальянцев в Крыму продлится до 16 октября. За это время они планируют встретиться с бизнесменами нашего полуострова, посетить винзавод Массандра и обсудить дальнейшее сотрудничество между Республикой Крым и Италией. София Шукурова, Асан Зевадинов, телеканал Миллет. Сегодня состоялась встреча председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заура Смирнова с президентом Международной ассоциации исламского бизнеса Маратом Кабаевым. Подробности в нашем сюжете. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества Международной ассоциации с крымскими предпринимателями, работающими в исламской сфере бизнеса. Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов поблагодарил Марата Кабаева и Рамиля Ахмерова за вклад в развитие исламского бизнеса в Крыму. Визит Марата Вазиховича, конечно, для нас очень интересен. Мы надеемся, что в ближайшее время произойдет встреча также с лидером мусульман Крыма, с нашим муфтием Хаджи Мирали Аблаевым. Я думаю, что здесь подключатся и те предприниматели, которые сегодня занимаются халяльным бизнесом в Крыму, или те, которые предполагают этим заниматься. Потому что сегодня это получает большое развитие в Москве, сегодня это получает большое развитие в республиках Кавказа, в Татарстане. Поэтому я думаю, что Крым здесь не будет исключением, и здесь будет однозначно государственная поддержка, потому что для нас очень важны инвестиции, для нас очень важно развитие нашего региона и социально-экономической точки зрения, и с точки зрения укрепления дружбы народов и укрепления отношений между субъектами Российской Федерации. По словам Марата Кабаева, основные задачи ассоциации – это объединение и толерантность мусульман, формирование ответственного бизнеса, основанного на духовных ценностях ислама. Создалась новая ассоциация, это Международная ассоциация исламского бизнеса, МАИБ, если так вот дословно. Вот. Но тем, что объединяет всех, не только предпринимателей, не только мусульман, объединяет представителей разных конфессий, вот, те, которые захотят, допустим, выполнять наши же требования наши халяльного бизнеса, без харама. Вот. И сейчас уже желающих очень много, вот именно и христиан, и иудей, которые приходят и входят в нашу ассоциацию.
Президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев и председатель ассоциации в Республике Крым Рамиль Ахмеров вручили председателю Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Зауру Смирнову благодарственное письмо. Председатель Госкомнатса, в свою очередь, поблагодарил Марата Кабаева и Рамиля Ахмерова и подарил им книги, изданные медиацентром имени Исмаила Гаспринского. Султания Ситакаева, Мавилей Юб, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Реализация работ по объектам ФЦП идет в соответствии с утвержденным графиком. Об этом заявил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов. Он опроверг информацию, озвученную Эдипом Гафаровым в отношении срыва реализации планов ФЦП по развитию межнационального согласия и обустройству репрессированных народов. Подробнее в следующем сюжете. Как сообщил председатель Госкомнатса Заур Смирнов, на сегодняшний день работа по объектам ФЦП проходит в соответствии с установленным порядком. Стоит отметить, что заказчиком по этим объектам является служба капитального строительства. По всем 38 объектам заключены государственные контракты на проведение проектно-изыскательских работ. По договорам работы должны закончиться в ноябре месяце текущего года. Соответственно, в ноябре документы уже попадут на экспертизу. И вопреки тем прогнозам, которые давал председатель комитета, уже в первом квартале 2017 года начнем финансирование строительно-монтажных работ. В свою очередь, заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся в Сакском районе в селе Ореховое. Именно здесь находится микрорайон компактного проживания крымских немцев. История немецкого микрорайона в селе Ореховое Сакского района берет свои истоки со времен украинского Крыма. Этот участок земли сельским советом был распаеван и распределен среди сельских жителей этого населенного пункта. К сожалению, насколько я понимаю, сельский совет, не согласовав в то время с Рескомнатсом, не согласовав это с УКСом, который занимался строительством, распределил эти участки среди жителей своего населенного пункта и, соответственно, раздал эти участки с незавершенным строительством. На сегодняшний день вразумительного ответа от этого сельского совета нет. Мы сейчас будем делать официальные запросы. Соответственно, будет подключена прокуратура и будет дана правовая оценка тому, о чем я сейчас говорил. Еще раз подчеркиваю, хотелось бы вернуть эти земли для того, чтобы можно было построить поселок компактного проживания. Ну а с украинским наследием придется бороться нам все вместе. В ответ на это Заур Смирнов отметил, что полностью поддерживает позицию профильного комитета по привлечению прокуратуры к проверке фактов разграбления домов и инфраструктуры, выстроенных за бюджетный счет в местах компактного проживания депортированных. Пример Сакского бесхозяйствования, когда целый поселок был погублен с инфраструктурой, это только одна из ситуаций. Поэтому здесь, конечно же, поддерживаю позицию его как депутата. Будем подключать свою комиссию. Во вторник сейчас готовится выезд в этот населенный пункт. И я думаю, что здесь и правоохранители должны сказать свое веское слово, поскольку такие преступления не должны иметь срока давности. Кто бы ни был руководителем, как бы ни была его фамилия, но они должны нести ответственность по закону. И разбазаривание бюджетных средств, в какое бы время это ни происходило, это, конечно же, недопустимо. Депутат Бахчисарайского городского совета Шевкет Хамзин сложил полномочия. Напомним, что в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан он занимает должность ведущего специалиста отдела по обустройству народов, репрессированных из Крыма. Мое сложение полномочий депутата связано с тем, что по законодательству Российской Федерации, закону о коррупции, я, как гражданин Российской Федерации, не имею права совмещать государственную службу с депутатской деятельностью. Поэтому, соответственно, чтобы не нарушать это законодательство, я принял решение сложения своих полномочий депутата в пользу государственной службы, именно работать в Государственном комитете по межнациональным отношениям. Считаю, что больше принесу пользы работы именно в Государственном комитете. Крымский федеральный университет отмечает свой 98-й день рождения. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя Государственного совета Крыма Ремзи Ильясов. Он отметил, что выпускники КФУ «Будущее Крыма и всей России». В ходе мероприятия, посвященного 98-летию вуза, с творческими номерами выступили студенты КФУ и вокальный ансамбль Таврической академии «Артель». Профессорско-преподавательскому составу были объявлены благодарности и вручены почетные грамоты ректора КФУ и Государственного совета Республики Крым.
В Симферополе предпринимаются все необходимые меры для пресечения стихийной торговли. На сегодняшний день по всему городу ликвидированы стихийные рынки. Борьба с нелегальной торговлей администрации города велась на протяжении года. О достигнутых результатах подробнее в следующем сюжете. На сегодняшний день Департаментом административно-технического контроля Симферополя пресечена стихийная торговля по 9 адресам массового скопления стихийных торговцев. В борьбе со стихийщиками администрации города Симферополя помогает полиция, ГАИ и ветеринарная служба. На улице Дмитрия Ульянова вдоль тротуара еще несколько недель назад из-за стихийщиков не могла проехать детская коляска. Сейчас вдоль тротуара пусто и чисто. По поручению главы Республики Аксенова Сергея Валерьевича, а также по поручению главы города, городской администрации Бахарева Геннадия Сергеевича, предприняты все необходимые меры для пресечения стихийной торговли. Выделена группа в составе 30 человек для пресечения стихийной торговли, наделенная полномочиями по составлению административных протоколов. Нами на данный момент пресечена торговля по 9 адресам массового скопления стихийных торговцев. Это основные места скопления по улице Киевской, дублер, от рынка Русь до привоза. Также улица Дмитрия Ульянова, центральный рынок, как вы видите, торговли больше нет. Стихийным торговцам была предоставлена альтернатива. Людям, желающим продавать свою продукцию, необходимо собрать соответствующие документы и обратиться в администрацию рынка, где им будут предоставлены торговые места. Конечно, задача сложная. Люди привыкли торговать, люди привыкли не платить за аренду места, не хотят работать на рынке, хотя сегодня на рынках порядка свыше 700 рабочих мест, где можно торговать. Мы раздаем листовки, администрация подготовила листовки, в которых указаны адреса рынков и количество мест, контактные телефоны, а также даны рекомендации по сбору необходимых документов, некая памятка разработана. Все это мы сегодня раздаем стихийным торговцам для того, чтобы привлечь их на работу на городские рынки. На данный момент в Симферополе открыто 2 муниципальных рынка на улице Бородина и Киевской, где предоставлены бесплатные торговые места для граждан льготной категории, а также производителей сельхозпродукции. Администрация города не только запрещает торговлю, но и предоставляет места. Еще раз хочу сказать, места на рынках есть. Ну, для тех, которые имеют льготную категорию, это многодетные семьи, инвалиды и так далее, производители сельхозпродуктов. Вот наглядный пример, за моей спиной находится небольшой бесплатный муниципальный рынок при ярмарке, на котором предоставляют бесплатные места всем, кто желает торговать законным образом. В скором времени штрафы за несанкционированную торговлю будут значительно увеличены. В понедельник администрации города будут переданы свои предложения о внесении изменений в существующий закон Республики Крым номер 117 об административных правонарушениях от 25 июня 2015 года. Нами будут детализированы те нарушения, с которыми мы столкнулись за последний год. И будут прописаны суммы, предложения будут внесены о сумме штрафов, об увеличении суммы штрафов, значительном увеличении, я бы хотел сказать, для того, чтобы в конце концов покончить с этим явлением и на законодательном уровне. Департаментом административно-технического контроля проделана большая работа в борьбе со стихийной торговлей. Но самое главное не только добиться определенных результатов, но и удержать достигнутый уровень. Султания Ситакаева, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Сегодня в Симферополе открылся первый казачий класс. Торжественное открытие состоялось в школе-гимназии номер 10 имени Эрика Покровского. Теперь учащиеся 5 класса будут обучаться по новой программе. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня 32 ученика 5 класса школы-гимназии номер 10 торжественно приняли присягу стать отважными крымскими казаками и казачками. Теперь помимо школьных предметов юные казаки будут посещать дополнительные занятия. Как отмечает директор школы Наталья Трещева, дополнительная нагрузка пойдет только на пользу ученикам. По дням недели расписан каждый день
конный спорт, фланкировка, история казачества, основы православия, хореография, казачьи песни. Для девочек в перспективе планируется рукоделие, домоводство. Вот такие курсы мы будем вводить. Они приходят домой после 5 часов уже. И самое главное, родители говорят, что раньше дети до 11 сидели в интернете с планшетами. Сегодня они забыли, что это такое. Они в 9 часов уже спят, потому что не устают в школе. В казачьих классах большое внимание будет уделяться физической подготовке, урокам патриотизма, изучению казачьих традиций и православия. Потому что сейчас очень все с оружием в руках хотят защищать Родину. Но я всегда задаю вопрос, сегодня нет войны. Вот сегодня что значит быть патриотом? Поэтому мы будем говорить прямо, что нужно вырастить нормального человека, полезного к обществу, чтобы он был прежде всего честным, имел совесть, делал добрые поступки. Для девочек это в будущем семья, продолжение рода, мы отсюда много что отклонились. А для мальчишек это действительно честь, это нравственность, это та семья, которую он возглавляет. Это есть малая церковь. У нас некоторые дети здесь в классе перешли с другой школы, живут далеко, только чтобы попасть в этот класс. Поздравить и пожелать больших успехов в учебе пришли представители власти республики, родители, бабушки и дедушки. Среди гостей руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксенова. Она высказала восторг в связи с открытием казачьих классов. Я считаю, что сохранять свои культурные традиции полезно всем. И если будут еще желающие в других школах, сегодня казаки сказали, что они хотят по разным муниципальным городам теперь открыть, по муниципалитетам такие классы. Вы же слышали, что это первый казачий класс. Я считаю, что надо. Если люди хотят передать своим детям свои традиции, конечно, нужно. И вы же, опять же, слышали, что самое главное в этом – это воспитать настоящего достойного гражданина и человека. Человека, который уважает своих родителей, относится к женщинам. Вот клятву читаю, у меня слезы текли, честное слово, я не знала, не могла сдержаться. Такие маленькие чудесные ребята, и если они все выполнят, как обещали, то у нашей страны великое будущее. Как отметили в казачестве, подобные классы планируют открывать и в других крымских школах. Алимия Кайбулаева, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». В Крымском инженерно-педагогическом университете состоялось мероприятие, посвященное памяти Шафихи Гаспринской. Подробности знает наш корреспондент Мухаммед Закиряев. Почтить память общественной деятельницы пришли сотрудники педагогического университета, студенты и все желающие. Родилась Шафиха Гаспринская 14 октября 1986 года в городе Бахчисарай. Она получила хорошее домашнее образование и с детства помогала отцу в типографии. В 1905 году стала заведующей редакцией созданной Гаспринским первого в Крыму женского журнала. Этот еженедельник Алимини Сван «Женский мир» выходил на свет на крымско-татарском языке. По словам главного редактора журнала Арзы Лентары Халиловой, деятельность Шафихи Гаспринской была направлена на создание школ. Ее многогранная деятельность была направлена именно вот на создание школ. Она не только была журналисткой, она была педагогом. Ею были разработаны программы для курсов по подготовке педагогов и, кроме того, содействовала созданию больниц, детских дошкольных учреждений, школ для девочек. Конечно, выросла в семье нашего выдающегося просветителя. Она получила достойное образование и всегда была на ниве того, чтобы дети учились, чтобы дети получили хорошее образование. В 1917 году Шафиха Гаспринская принимала участие в составе крымской делегации в работе Всероссийского мусульманского съезда в Москве. Позже она была избрана делегатом Хурултая крымско-татарского народа и была назначена директором Симферопольского женского педагогического училища. Шафиха Гаспринская, выступая, приводила 14 пунктов, необходимых для того, чтобы социальная значимость женщины была велика. Но я считаю, что основой является эта семья. И вот нам надо сегодня не только конференции проводить, говорить о них, но и практически это осуществлять. Преподаватель истории Бие Ильясова отметила, что мероприятия, посвященные деятельности великих людей, нужно проводить чаще, ведь они полезны для нынешнего поколения. Она как бы продолжила деятельность своего отца. Тоже много усилий приложила, чтобы издать журнал, женский журнал крымских татар.
Дочь выдающегося просветителя Исмаила Гаспринского Шафиха Гаспринская занималась проблемами крымских эмигрантов и благотворительностью. С ее именем связано уникальное для ислама того времени явление женское мусульманское движение. Мухаммед Зикиряев, Ибрагим Ганиев, телеканал Миллет. В Сочи прошел всероссийский турнир по карате Киокусинкай. В турнире приняли участие команды со всех уголков Российской Федерации, в том числе и команды из Республики Крым. Подробности в нашем сюжете. Открытое первенство России по Киокусинкай в дисциплине Киокусинкан прошло в Сочи. В турнире приняли участие около 500 спортсменов в составе 45 команд со всей Российской Федерации, в том числе и сборная команда Республики Крым. Республику представила сборная из 14 спортсменов. 5 из них удалось занять призовые места. На сегодняшний день мы вливаемся в новый вид спорта Киокусинкай, так как раньше мы занимались этим видом не как видом спорта. В Российской Федерации он имеет статус вида спорта, и в 2020 году это будет олимпийский вид карате. Соответственно, все те результаты, которые были у нас раньше, они были очень высокими и хорошими, но попав в новые условия, нам, конечно, приходится испытывать тяжелую конкуренцию. Республика Крым никогда не занимала последние места, поэтому наши спортсмены достойно выступают. Обладательница коричневого пояса по карате Идия Ислямова достойно представила полуостров, заняв почетное 2-е место. Я билась в категории 14-15 лет до 50 килограмм. Я заняла 2-е место, провела 2 поединка, полуфинальный и финальный. И огромное впечатление, огромный опыт получила от этих соревнований. Конкуренция была на очень высоком уровне, было очень сложно прорваться в финал. И это все-таки вышло, бои были очень сложные. Спортсмен Федерации Аяма карате Республики Крым и Старого Крыма Сергей Грицик уже неоднократно выступал на подобных соревнованиях. Он занял призовое 3-е место. Я выступал в категории 14-15 лет до 60 килограмм. У меня было 3 боя, из них 2 выиграл и в полуфинале лишь проиграл мальчику из Краснодарского края. Но впечатления у меня остались хорошие, достойные соперники, хороший уровень соревнований. Мне понравилось. Но думаю, если больше бы усилий приложил бы желание, может быть, и выиграл в этом бою. По словам президента Федерации Аяма карате Республики Крым Андрея Сысоева, в ближайшее время ряд соревнований по этому виду спорта пройдет и в Крыму. Султания Меджид, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Главное управление МЧС России по Республике Крым распространило штормовое предупреждение о заморозках, которое ожидается с 16 по 19 октября. В степных и предгорных районах на поверхности почвы температура составит от 0 до -3. А это все новости на этот час. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Оставайтесь с телеканалом Миллет. До новых встреч в эфире.